и будем начинать. Секунду. Так, подскажите, у вас есть демонстрация экрана? Вы видите презентацию? Можно просто плюсики в чат. Ну, все здорово, конечно. Видно. Здорово. Все, замечательно. Тогда начинаем. Еще раз приветствую всех присутствующих на вебинаре. Мы совместно с Центром поддержки «Мой бизнес» Якутской области проводим, соответственно, этот вебинар. Я рассказываю от лица компании «Директив». Тема вебинара – «Эффективный старт на маркетплейсах в 2023 году». Татьяна, вам большое спасибо за эту возможность. То, что мы можем рассказать, получается, и провести этот вебинар. Спикеры вебинара – это я, Ларионов Евгений, менеджер по работе с клиентами. Я занимаюсь продвижением бренда компании и привлечением новых клиентов. Также в моих помощниках Лиштанов Леонид, руководитель отдела продаж. Он принимал участие в запуске более 100 магазинов на маркетплейсах. В настоящее время занимается созданием новых продуктов для нашей компании и контролем отдела продаж. Смотрите, тут представлены ссылки на наши группу во ВКонтакте и ссылку на группу в Телеграме. Я рекомендую подписаться, особенно для заинтересованных участников, которые хотят больше разобраться в теме маркетплейсов. Мы регулярно выкладываем туда информацию, доступную, написанную человеческим языком. Можете отслеживать в любом формате, как вам было бы удобно. Какие проблемы решает наша компания? Леонид, пожалуйста, тебе слово. Что-то Леонида не слышно, да? Сейчас, секунду тогда поправим. Секунду буквально. Регламент вебинара у нас ориентировочно час, минут 30-40. Расскажу немного про нашу компанию. Компания «Директив» работает с 2017 года. Мы помогаем предпринимателям в работе с маркетплейсами, осуществляем различные услуги для них. То есть это от запуска магазинов до полноценного ведения и аутсорса. Также решаем вопросы дизайна, если вам не нравится ваше визуальное оформление. В магазине низкие продажи. Мы эффективно подключаем рекламу на маркетплейсах и увеличиваем в среднем на 15-20% продажи в вашем магазине. Это основные проблемы, которые решает наша компания. Но также мы стараемся индивидуально подходить к каждому заказчику и, возможно, предлагать продукты конкретно для них. Какие темы сегодня мы разберем? Как выбрать маркетплейс? На каком маркетплейсе было бы более эффективно продавать? Плюсы и минусы площадок. Регистрация. Какие вам нужны будут документы для регистрации? Для ИП, для ООО, для самозанятых. Какие есть издержки? Какие комиссии вы платите? Как селлер и за что? Способы доставки. Какие есть способы логистики вообще на этих маркетплейсах? И оптимальная логистическая система для продавцов из Якутска. Мы специально для вас решили разобрать небольшой, не как кейс, а как пример, как было бы вам наиболее выгодно и успешно реализовывать свои товары. Сегодня мы затронем следующие маркетплейсы. Это Яндекс.Маркет, Сбер, Мегамаркет, Озон, Валберес и Ламоду. Вкратце расскажем о каждом из них. Начнем с Яндекс.Маркета. Топ-3 продаваемых категорий товаров
в 2022 году – это электроника, бытовая техника, компьютеры и ноутбуки. Если будем вообще рассматривать площадку Яндекс.Маркета, то это такой, как маркетплейс, в основном подвязанный на электронику. То есть, если хотите реализовывать свои товары на этой площадке, то в основном вам надо заходить с вот этими товарами. То есть там не так эффективно реализуются товары в категориях как одежда, либо мебель, ну что-то такое. Из уникального 195 миллионов человек в месяц это такая средняя цифра посещений этого маркетплейса. Сейчас, секундочку. Особенности Яндекс.Маркета – это размещение объявлений с точки зрения селлера. То есть если... Секунду. Особенности Яндекс.Маркета – это размещение объявлений. Недостатки Яндекс.Маркета с точки зрения селлеров. Это непонятная рабочая модель относительно самого маркетплейса. То есть это не такой маркетплейс, как, допустим, Wildberries или Озон. О чем я говорю? Это, то есть если вы будете продавать товары, которые также продают другие селлеры, то ваши карточки будут объединены с этими же селлерами. То есть у вас будет одна карточка на всех. Если будем рассматривать Wildberries или Озон, то там у каждого продавца в своем магазине своя именно карточка товаров. О чем я говорю? Пожалуйста, пример на экране у вас. Допустим, первый продавец хочет реализовывать роботы-пылесосы. Конкурентно Яндекс.Маркет будет выдвигать тех продавцов, у которых наименьшая стоимость на этот товар. То есть, если вы хотите продавать какой-то определенный товар на этой площадке, допустим, электронику, и вы можете конкурировать по цене с другими селлерами, то есть ставить наиболее меньше, то вы, вероятнее всего, будете зарабатывать, собирать все сливки, скажем так. То есть у вас будет наибольшее количество продаж. Яндекс.Маркет вперед выставляет тех продавцов, которые могут предложить самую интересную цену для покупателей. Также еще из плюсов хочу отметить это, то есть реализовывая товары свои на Яндекс.Маркете, вы попадаете во всю полностью экосистему Яндекса. То есть вы можете подключать рекламу через контекстную рекламу Яндекса, просто продавая товары на этой площадке. Также вам доступна аналитика Яндекса, Яндекс.Метрики, и те люди, которые регулярно пользуются селлерами, те люди, которые регулярно пользуются продуктами Яндекса, у них копятся Яндекс.Баллы. Они также могут, получается, ваши товары покупать за вот эти вот Яндекс.Баллы. То есть довольно много преимуществ с точки зрения покупателя, которые очень сильно любят эту площадку, вообще Яндекс как экосистема. Сбер Мегамаркет. Топ-3 продаваемых категорий товаров в 2022 году. Автотовары, товары для дома и детские товары. 36 миллионов человек – это уникальных посетителей в месяц этой площадки. Из преимуществ Сбер Мегамаркета – это полный цикл доставки. То есть продавцам надо размещать предложения в каталоге, все остальное, всю логистику берет на себя Сбер. Если будем рассматривать в сравнении с Яндексом и Сбером, у Сбера тоже своя большая экосистема. И, соответственно, селлеры, которые будут реализовывать свои товары на этой площадке, они погружаются в эту экосистему. То есть вы можете подключать определенные инструменты, так как Сберлогистика и различные. То есть если покупатели, которые пользуются активно Сбербанком, они могут покупать ваши товары и также оплачивать их бонусами. Сбер спасибо, либо другими подобными бонусами. Вообще, Сбер Мегамаркет включает в себя полную логистику. При необходимости вы можете доставлять заказы самостоятельно. Это можно делать практически на каждом маркетплейсе, то есть не пользуясь логистикой данной площадки. Чуть подробнее я расскажу позже, когда будем общаться, когда буду рассказывать по
логистики. Дополнительно, стабильно высокие посещения со стороны клиентов. Но по нашему опыту Сбер, так сказать, площадка, она до сих пор немного сыроватая, нестабильно работает. Есть расхождение финансовых отчетов с точки зрения селлера. Это усложнит вам бухгалтерский учет. Также долгая модерация карточек и еще различные минусы этой площадки. То есть на нее можно сделать акцент, если вы хотите реализовывать подобные товары, как автотовары, товары для дома или детские, но будьте готовы к тому, что площадка сама по себе еще сырая. Следующий marketplace – это Lamoda. Lamoda – это marketplace исключительно для интернет-магазинов. Топ-3 продаваемых категорий товаров в 2022 году – одежда, обувь и аксессуары. Чтобы стать партнером Lamoda, вам надо иметь зарегистрированный торговый знак на бренд и на продукцию. Скажем так, компания очень придирчиво выбирает партнеров для сотрудничества. Все очень просто, потому что на ее площадке представлены известные бренды. Это Gucci, Hugo, Calvin Klein и различные другие. Поэтому не каждый продавец может стать партнером данной площадки, потому что, как правило, мало раскрученным брендом будет сложно конкурировать с такими известными по всему миру брендами, вследствие чего не каждый селлер сможет стать партнером данной площадки. Небольшая остановка. Смотрите, если будем рассматривать Яндекс.Маркет, то это маркетплейс исключительно для товаров как электроника. Если будем смотреть Lamoda – это маркетплейс для товаров, для продавцов, которые хотят реализовывать товар в категории одежда и обувь и аксессуары. То есть селектор с товарами электроникой туда зайти, нет возможности. 15,6 миллионов человек посещений в месяц. Такая в среднем цифра. Wildberries – это крупнейший маркетплейс в России. На данный момент площадкой пользуется более 113 миллионов человек. Топ-3 продаваемых категорий в 2022 году – это одежда и обувь, детские товары и товары для дома. На Wildberries это самый крупный маркетплейс России, как я уже сказал. Если вы хотите выходить на эту площадку, то мы рекомендуем выходить только при условиях, если вы нашли новую нишу, либо не боитесь высочайшей конкуренции, потому что покупателей там действительно очень много, вследствие чего из селлеров, то есть продавцов, предпринимателей, с которыми вам надо будет конкурировать, там тоже большое количество. При выходе на эту площадку вас не должны пугать сложные расчеты маржинальности продукта. Потихоньку переходим к плюсам и минусам. Сложные расчеты маржинальности продукта и участие в обязательных акциях. То есть, расскажу подробнее. Плюсы и минусы площадки. Из основных минусов это платная регистрация. То есть на данный момент, чтобы зарегистрироваться, создать личный кабинет для продавца, на этой площадке вам надо заплатить деньги. На данный момент 30 тысяч рублей. Возможно, дальше сумма будет больше. Может быть, она будет меньше. На данный момент нет информации. Высокая конкуренция. Как я уже говорил выше, самый популярный маркетплейс, следовательно, наибольшее количество покупателей у этой площадки. Вследствие чего наибольшее количество продавцов. Ограниченное количество рекламных инструментов – большой минус из-за того, что, грубо говоря, чтобы продвигаться, у вас есть только один рекламный инструмент, это внутренний этой площадки. Также есть самовыкупы, но с ними Wildberries регулярно борется. Плохая техническая поддержка – это прям большой жирный плюс этой площадки, потому что если у вас возникают какие-то вопросы, что-то произошло, вам могут в принципе не ответить или будут отвечать очень долго. Нету нигде открытых телефонов. То есть телефонов, куда вы можете позвонить касаемо технической поддержки этой площадки. Есть чаты.
в Телеграме, где вы можете задавать свой вопрос, возможно, вам ответит. Но ответа можно ждать несколько дней. Если у вас какой-нибудь вопрос, касаемый финансов, допустим, Валберес вам насчитал большую комиссию, техническая поддержка вообще, в принципе, может не отвечать, или ответ можно ждать месяцами. Иногда на складах бесследно теряются товары. Действительно, такое есть. У нас даже у самих есть пример селлера, который потерял на складе довольно, товаров на большую сумму. Ему пришлось самому из Москвы ехать на склад в Санкт-Петербурге Валбереса и вместе с менеджером, руководителем склада искать свои товары. Но по итогу вся ситуация сложилась благополучно, товары они нашли, но тем не менее также минус этой площадки. Участие в обязательных скидках и акциях от маркетплейса. Площадка регулярно проводит акции, я думаю, вы как покупатели видели это. И для того, чтобы вам конкурентно реализовывать свои продажи, то есть конкурентно реализовывать свою продукцию, вам надо постоянно участвовать в этих акциях. Соответственно, выставлять скидку на товар. Для того, чтобы это делать не в минус, надо правильно просчитать изначально юнит-экономику вашего товара. На площадке действует система штрафов. Если изначально вы при создании карточки неверно ввели габариты, соответственно, этой карточки, вам Marketplace может начислить штраф. И таких примеров, то есть за что может начислить штраф, их довольно большой список. Периодические глюки в работе платформы. Как я уже говорил, на данный момент для регистрации на Marketplace надо внести определенную сумму. Мы недавно относительно заводили новый магазин, и зарегистрироваться после оплаты человек смог только через несколько недель. Периодические сбои бывают, вы не можете зайти в свой личный кабинет, либо еще что-нибудь. Валберес максимально нестабильная площадка в этом плане. Но все это нивелируется самым большим жирным плюсом. Это самый большой поток покупателей. Все минусы, которые я уже говорил до этого, они хоть и весомые, но тем не менее не настолько значимые по сравнению с вот этим плюсом. Большинство селлеров, они с ними мерятся и идут туда, потому что там можно кратно больше зарабатывать относительно других площадок, даже если сравнивать со второй по величине, такой как Озон. Также один из плюсов – это быстрая доставка. И какой бы ни был на этой площадке, скажем так, беспорядок, но тем не менее они занимают топ-1 место по скорости доставки среди всех маркетплейсов. Это так на данный момент. Возможно подключить ежедневные выплаты. То есть, если вы в своем магазине реализовываете товары на определенную сумму, ориентировочно более 200 тысяч рублей, вы можете подключить ежедневные выплаты и получать каждый день деньги на свой расчетный счет. Это плюс, потому что не каждая площадка это предоставляет. Большое количество сторонних аналитических инструментов. Не все, то есть маркетплейсы вообще не делятся статистикой практически с другими сторонними сервисами. Но Валберес – это один маркетплейс, у которого большое количество аналитических инструментов, то есть вы можете посмотреть статистику на различных сайтах, и она наиболее правдива. Там есть у этих аналитических сервисов есть множество инструментов, которых нет в личном кабинете самого Валбереса, и вы можете по определенным метрикам наиболее эффективно настраивать свои карточки товаров благодаря этим сервисам. Большое количество пунктов выдачи заказов. Это наибольшее количество вообще ПВЗ в России, которое есть среди других остальных маркетплейсов. Более 780 ежедневных заказов, как уже говорил ранее. Это самый популярный маркетплейс, самая популярная площадка вообще в России. Соответственно, там заказов больше всех. Продвинутая система fulfillment, но это относится к доставке. И удобное мобильное приложение для партнеров и для покупателей. Так. Секунду. Переходим к площадке Озон. Вторая по величине и по значимости площадка вообще в России. Топ продаваемых категорий товаров на ней – это электроника, детские товары и канцелярия.
Примерно 260 миллионов человек – это столько посещений в месяц. Считается вообще, если сравнивать опять же с Wildberries, что аудитория у Озона гораздо разнообразнее. То есть, если Wildberries – это marketplace в основном связанный с одеждой, в основном, но не только, то у Озона гораздо разнообразнее аудитория. В личном кабинете продавцы могут отслеживать, кто именно интересуется их товарами, чтобы формировать портрет покупателя и более грамотно настраивать систему рекламы, настраивать таргет. Основные метрики, по которым вообще вы можете это делать, это регион, пол и возраст. В отличие от Wildberries, у Озона открытая база знаний для продавцов, и она очень наполненная. Вы можете найти в этой базе знаний ответ практически на любой свой вопрос. Там большое количество статей. Это первый инструмент, которым можете вы пользоваться на этой площадке. Очень удобно. Также у Озон, и переходим уже плавно к плюсам. Сейчас, секундочку. У Озон есть свой калькулятор, именно маркетплейса. Вы перед выходом на данную площадку, то есть если вы хотите заинтересованы для того, чтобы реализовывать продукцию на этой площадке, вы можете рассчитать примерную комиссию, сколько вы будете вообще платить маркетплейсу в зависимости от того, какой товар вы реализуете. Так, видно мышку? Подскажите, пожалуйста. Мне говорят, да. Калькулятор Озон. В это поле вы можете добавить абсолютно любой товар либо прямой ссылкой, либо найти его из этого поля. Что тут представлено? По, соответственно, определенным метрикам, объем, вес, габариты, можно определить, какой процент примерно вы будете отдавать маркетплейсу в качестве комиссии в зависимости от системы работы. То есть система работы со складом маркетплейса, ориентировочно продавая данную футболку за 699 рублей, вы будете платить 20% примерно. Это только за комиссию самому маркетплейсу, за логистику и за возвраты. То есть в среднем отмены считает площадка. Сюда не включены рекламные инструменты, то есть это отдельно надо учитывать. То есть в среднем за реализацию данной футболки 20% комиссии вы будете платить. А ориентировочно это 142 рубля, то есть чистыми будете получать 557 рублей. Таким образом можно примерно представить и просчитать, какую маржу, либо какую цену вам надо поставить данной продукции, чтобы реализовывать свою продукцию на площадке. Также, если вы будете работать по системе FBS, это система, когда вы реализуете товары со своего склада, логистика, то есть общее число комиссий будет больше. Связано это все из-за логистики, то есть ориентировочно 25%. Если у вас есть товар, который вы хотите реализовывать на данной площадке, вы можете посмотреть, проанализировать примерно, какую комиссию вы будете платить. Вследствие чего можете просчитать свою финансовую модель. Вообще, выгодно вам выходить с этим товаром на эту площадку или невыгодно. Очень крутой инструмент, всем начинающим селлерам его советую. Плюсы и минусы данной площадки. Именно Озон. Для высоких продаж необходимо пользоваться рекламными инструментами. То есть вообще для того, чтобы постоянно продавать продукцию свою, у вас должна быть подключена та или иная реклама. Если реклама отключена, то, вероятнее всего, продаваться у вас товары не будут. Если будем рассматривать Wildberries, то там у вас могут продаваться товары из-за раскрученной карточки на этой площадке. То есть без подключенной рекламы. Высокая стоимость логистики. В прошлом году стоимость логистики и хранения вообще на складе товаров у Озона было меньше. На данный момент они ее подняли и ориентировочно примерно находится в рынке на данный момент вместе с Wildberries. То есть комиссия, которую вы будете платить маркетплейсу, она и там, на Wildberries, и на Озоне одинаковая. Но, тем не менее, она высокая на данный момент. Выплаты 2 раза в месяц. Если на Wildberries вы могли подключить выплаты бесплатно
каждый день, то есть ежедневно, то на Озоне бесплатно такой возможности нету. Но платно это можно сделать. Ограниченная зона доставки дешевых товаров. Если вы продаете товар стоимостью меньше 500 рублей, ну, дешевый, вы не можете его продавать, допустим, из Москвы во Владивосток. И наоборот, из Владивостока в Москву, то есть не будет доставлять эта площадка. Конечно, вы можете отгрузить свой товар на все склады маркетплейса, либо хотя бы на самые ключевые, основные по стране, тогда будете его реализовывать. Из плюсов данной площадки это большое количество рекламных инструментов внутри самой площадки. Это очень круто, с одной стороны, и позволяет вам более грамотно выстроить свою рекламную политику. Вы можете пользоваться большим количеством рекламных инструментов, реализовывать его как угодно и наиболее эффективно подключать рекламу на свои, соответственно, продукты. Оперативная техническая поддержка. Как я уже говорил ранее по Валбересу, они могут не отвечать на какие-то определенные вопросы или делать это очень долго. В сравнении с Валбересом у Озона техподдержка отвечает моментально, прям быстро. И отвечает на все вопросы, старается все это расписать. База знаний для продавца, как уже рассказывал, у Озона есть внутренняя база знаний, где вы можете найти ответ на любой свой вопрос. Эффективная реклама самого маркетплейса. Маркетплейс крутит рекламу по федеральным каналам. Очень много запускает рекламу перед масштабными акциями в интернете. То есть даже на билбордах часто встречается реклама этого маркетплейса, поэтому Озон не скупается и очень много запускает рекламы для своих, получается, для раскрутки своего бренда, ну и, соответственно, предпринимателям, которые реализуют товары на данной площадке, это, несомненно, идет в плюс. Поговорим немного о регистрации. Для регистрации вообще на площадке Wildberries Озон вам нужны следующие документы. Если у вас юридическое лицо это или ИП, это ИНН, ОГРН и банковские реквизиты, соответственно. Дополнительно также номер телефона или адрес электронной почты. Эти документы есть у каждого практически предпринимателя. Пожалуйста, для регистрации на площадке вам много времени не понадобится, соответственно, много документов не надо. Вы можете это сделать за 1-2 дня. У самозанятого немного посложнее, но тем не менее все примерно так же. Номер телефона, электронная почта, ИНН и банковские реквизиты и скан паспорта вам понадобится. Хочу отметить, для реализации продукции самозанятого у вас есть определенные ограничения. Вы не можете заниматься перепродажей товаров, а юридическое лицо ООО или ИП может спокойно это делать. У вас доход не должен превышать 2,4 миллионов рублей, и, то есть, соответственно, это 200 тысяч рублей в месяц. Продукцию, которую вы можете реализовывать на площадках, это та, что вы сделали полностью, либо частично своими руками. Это одно из самых главных ограничений. Но, тем не менее, одежду, товары для дома, либо некоторую мебель вы можете реализовывать на этих площадках. У нас даже есть селлеры, которые это делают успешно с ограничением до 200 тысяч рублей, и их это устраивает. Издержки предпринимателя, то есть какие, за что он платит в среднем, как я уже говорил ранее, из калькулятора Озон вы можете это увидеть, это комиссия маркетплейсу. Она составляет от 8 до 15%. Комиссия зависит от той категории, которую вы будете реализовывать на площадке. У одежды может быть комиссия в 15%, в другую категорию, менее популярная комиссия, может быть другая. Это надо смотреть индивидуально для каждого именно селлера. Также есть комиссия за логистику, за то, что Marketplace доставляет товары до покупателей, он берет, соответственно, за это свою комиссию. Комиссия за хранение товаров на складе. Если вы отгружаетесь на склад, ваш товар физически находится на складе на любом, соответственно, Marketplace за это будет брать комиссию и с вас плату. Если так посчитать,
средняя комиссия 20-25% от той цены, которую вы поставите, получается, за продажу своего товара на площадке. Способы доставки. Варианты торговли вообще на маркетплейсах. Есть 3 способа. ФБО, продажа со склада маркетплейса. ФБС – это продажа со своего склада. И Реал ФБС для реализации товаров по системе продажи со склада маркетплейса. Вам на каждый товар нужно сделать индивидуальную маркировку. Также упаковать каждый товар по требованию маркетплейса. Далее вы отгружаете. Анна, здравствуйте. Далее вы отгружаете товары на, получается, склад маркетплейса и уже отслеживаете через приложение либо через сайт за тем, чтобы ваши товары не заканчивались. То есть всей логистикой занимается сама площадка. Работа по системе FBS – это та система, которую мы рекомендуем селлерам, начинающим, для того, чтобы попробовать, чтобы у вас, допустим, когда у вас небольшое количество товаров и вам не отгружать их на склад, вы можете попробовать работать по системе со своего склада. Как это реализовывается? Вы заполняете витрину в магазине, создаете туда карточки товаров. Соответственно, после того, как у вас происходит покупка, кто-нибудь купил ваш товар, вам надо своими силами доставить тот товар, который купили, до ближайшего пункта выдачи заказа. Если смотреть, как Озон или Wildberries, у них есть определенные пункты выдачи, которые принимают товары до ближайшего. После чего маркетплейс своими силами доставит товар до покупателя, в каком бы городе он ни находился. Ключевое отличие в том, что товар хранится в первом случае по системе FBO на складе маркетплейса, во втором случае по системе FBS у вас на складе. Вследствие чего во втором случае вам не надо платить комиссию за хранение товаров на своем складе. Для того, чтобы продавать товары по системе FBS, вам нужен будет термопринтер или вообще принтер для того, чтобы печатать этикетки транспортные, и также упаковка. По системе Real FBS вы доставляете товар своими силами, то есть без помощи маркетплейса. Такая система работы есть только на Озоне или на Яндекс.Маркете. В чем преимущество этой системы? В том, что вы можете продавать товары, то есть и не платить вообще, в принципе, за логистику, если у вас своя есть сеть логистики. Если нет такой, вы можете пользоваться сторонними, получается, сервисами, такими как Почта, СДЭК, либо другими компаниями, которые предоставляют логистику и отправку товаров в другие регионы. Иногда это выгодно, когда вы реализуете крупногабаритные товары, потому что перевозка этих товаров гораздо наиболее дешевле получается, допустим, тем же самым СДЭКом, чем через маркетплейс. Как реализовывать свои товары с Якутска наиболее эффективно? Смотрите, здесь представлена зона покрытия складов, ориентировочно Новосибирского. Для того, чтобы реализовывать свои товары эффективно, вы можете продавать их, как я уже говорил выше, либо со своего склада, либо со склада маркетплейса. Мы всем начинающим селлерам рекомендуем продавать товары со своего склада. Рекомендуем продавать товары со своего склада, потому что это гораздо более небезопаснее. Вы можете просто проверить нишу, пощупать, посмотреть, будут ли у вас заказы, не отгружаясь на склад маркетплейса. Если заказы есть, у вас регулярные покупки, вы регулярно отправляете товары, уже после этого можете отгрузиться на склад маркетплейса. У этого способа доставки, логистики есть один большой минус. У вас время доставки вашего товара из Якутска будет неконкурентным, допустим, с селлером, который продает свои товары из Новосибирска. Потому что пока вы донесете свой товар до пункта выдачи заказа, его заберут оттуда и повезут, допустим, ориентировочно в Новосибирск, пройдет одно количество времени. Селлер, который реализует свои товары
в Новосибирске, для покупателей в Новосибирске доставят их гораздо быстрее. Вследствие чего многие покупатели, ориентируясь просто на время доставки вашего товара, могут сделать выбор в пользу селлера, у которого время доставки ниже. Тем не менее, если у вас есть возможность отгрузиться на склад наиболее эффективно, то есть вы проверили нишу, посмотрели, вы можете отгрузиться на склад, рекомендуем отгружаться на склад либо Новосибирска, если будем рассматривать Валберес, либо у вас ближайший склад Иркутска, если будем рассматривать Озон. Ниже приведено количество пунктов выдачи заказов по Валбересу. Большинство активных покупателей проживают в западной части страны. Следовательно, чтобы еще более эффективно реализовывать свои товары, рекомендуем отгружаться не только на склад Новосибирска, но еще на склад Москвы, либо вообще на склад Москвы. Если у вас физически нет товара в Якутске, есть следующая система продажи продукции. Это когда вы находите товар в Москве с способами, допустим, сервисами fulfillment различными, отгружаете его на склад маркетплейса и реализуете именно со склада маркетплейса в Москве. То есть физически со своим товаром вы вообще никак не контактируете, не сталкиваетесь и даже его не видите. У нас есть несколько селлеров, которые живут не в России, но таким образом продают активно свои товары по России. Наши кейсы мы хотели продемонстрировать несколько компаний, таких ориентировочных маленьких магазинчиков, которые только-только зашли на площадку, и там у нас дальше будет более крупный магазин. Кейс магазина Del Show. Женщина реализует платки ценовой категории, довольно-таки высокой. Ориентировочно 4000-5000 рублей. Если смотреть по площадке Озон или Валберес, то подобные платки, не такие же по качеству, но подобные стоят за примерно 1000-1200 рублей. То есть чек у нее в несколько раз средний больше. Но тем не менее, смотрите, на графике мы запустили ее магазин, после чего селлер сам захотел заниматься продвижением этого магазина. Это было какое-то время. У него продажи были, но их было немного, не так много, как бы он хотел. Он пришел к нам за помощью. Мы помогли ему, проработали дизайн его магазина. То, что вы сейчас видите, это реально магазин на площадке Озон. Можете его найти прямо сейчас, посмотреть. Мы проработали дизайн, проработали нейминг, проработали SEO, описание карточек, добавили ключевые запросы. И здесь на графике вы увидите, что заказов стало в разы больше. Это уже после того, как мы начали работать с этим магазином. Кейс Cast Expo. Продают соль для ванн. Мы с ними сотрудничаем довольно продолжительное время, занимаемся полным ведением магазина. Работаем регулярно с отзывами и обращениями, каждый день отвечаем. Готовим им ежедневные анализы, отчеты по продажам, разрабатываем дизайн, регулярно меняем дизайн, потому что иногда решение, которое есть, оно устаревает, и магазин выглядит неинтересно, не актуально. Дизайн надо обновлять периодически. Управляем рекламными кампаниями, запускаем различные рекламы, тестируем, пробуем что-то новое. Все согласование с селлером. Постоянно участвуем в акциях. Регулярно меняем SEO в карточках, оптимизируем их. Делаем самовыкупы, анализируем конкурентов. Вследствие чего вы можете посмотреть на графике у предпринимателя постоянные продажи. Практически каждый день он продает определенное количество товаров. То есть свой определенный успех на площадке и довольно хорошо реализовывает товары. Кейс запуска магазина Light Label на площадке Озон. Получается, товары автомобильные, товары для автомобилей. Мы запустили магазин с нуля, разработали карточки, SEO-описание, нейминг и создали инфографику. В декабре работы были закончены по созданию магазина, и продавец начал успешно реализовывать свою продукцию. Тут мы хотим привести небольшие примеры
того, как выглядят некоторые карточки продавцов, когда они заходят на площадку. Очень важно, когда вы выходите на площадку, хорошо проработать дизайн своей карточки, сделать качественные фотографии, проработать инфографику. Потому что некоторые продавцы запускают магазины, и у них карточка на главной странице выглядит вот таким образом. Это не конкурентно, не интересно, и мало какие покупатели, да практически никакие, не будут нажимать на эту карточку для того, чтобы смотреть и покупать продукцию. Мы делаем инфографику подобным образом. Это увеличивает конверсию перехода в карточку вашу, ну и в дальнейшем там уже повышают покупки. Именно продажи у вас в магазине. Второй пример со свечками. Вот выставляли подобный товар, то есть просто даже не на белом фоне, а фотография свечи, непонятно на чем. Мы просили предоставить более адекватные исходники для того, чтобы сделать инфографику и чтобы свечки выглядели конкурентнее. Продавец не предоставил, но тем не менее нашим дизайнерам удалось разработать вот такую инфографику для них и тем не менее тем самым увеличить количество продаж, даже посещений в магазине этого продавца. Чем более качественные исходники вы предоставляете, чем более качественные фотографии вы делаете изначально, тем более качественной получается инфографика, получится у вас уже в будущем. Бомбочки для ван, нехорошая фотография, сочная, красивая. Соответственно, инфографика получилась еще лучше. Также ракетки для тенниса. Тут дизайнерская инфографика. Наши дизайнеры разрабатывали отдельные макеты для нее и, соответственно, прорабатывали полностью дизайн магазина, тут просто как пример инфографики. Уважаемые участники вебинара, здесь еще раз ссылки на нашу группу во ВКонтакте, ссылки на наши телеграм-каналы. Вы можете связаться с нами по номеру на экране, либо по электронной почте. Обращайтесь к нам. Мы бесплатно всем присутствующим на вебинаре готовы сделать аудит готового магазина, если он у вас есть, либо произвести анализ категорий и конкурентов. Если у вас есть какой-нибудь товар, вы хотите с ним зайти, посмотреть, попробовать по площадкам. Мы готовы предоставить для вас это бесплатно. На данный момент у меня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете задавать. Ну что, вопросов вроде никого нету, да? Ну, если что... есть вопрос. Как определить топ в поисковике определенного товара? Видишь ты? Как выходить в топ в поисковике по определенному товару? Смотрите, это зависит от площадки. Но такие самые базовые, чтобы попасть вам на определенное место, получается, в поисковике по этому товару вы должны продавать, реализовывать свой товар на ту же сумму, что селлер, который находится в том месте. Это можно делать следующим образом. Можно подключать рекламу, либо делать самовыкупы на определенную сумму именно на площадке. То есть есть рекламные инструменты. Подключив их, вы можете вывести свою карточку на первые 2 страницы. Ну, то есть на первой странице, на первые 2 позиции. Либо самовыкупами поднять свою карточку на определенное значение. Ренат, я ответил на ваш вопрос. Напишите, пожалуйста, да или нет. Пожалуйста, Ренат. Эдвард, когда-нибудь, по вашему мнению, появятся услуги на маркетплейсах? Эдвард, не совсем понял ваш вопрос. Можете, пожалуйста, расписать более подробно? Все, я понял. Услуги на маркетплейсах. Смотрите, их на данный момент тестируют.
Тестируют не везде, Озон... Да, я понял. Тестируют не везде, тестируют в Москве, по-моему, Озон тестирует услуги определенные, но они не так распространены, просто потому что реализовывать товары наиболее эффективнее. Возможно, в дальнейшем будет, но на данный момент точного ответа нет. Вы обучаете специалистов, менеджеров маркетплейсов. У нас как такового обучения менеджеров маркетплейсов нет. Мы в основном специализируемся на предпринимателей, которые работают по данным площадкам. То есть, если вы хотите реализовывать свою продукцию на какой-нибудь из этих площадок, мы можем предоставить вам обучение, рассказать, что и как, соответственно, как наиболее эффективнее продавать свою продукцию на этой площадке. Ну и в качестве консультации рассказать вам все тонкости, все нюансы данных площадок. Мария, мой бизнес какую-то финансовую поддержку оказывает по выходу на Marketplace? Ну, тут вопрос больше к Татьяне будет. Да. Да, у нас не финподдержка это называется, это у нас комплексные услуги. Комплексные услуги у нас появятся где-то в апреле. По маркетплейсам у нас есть такая услуга по содействию продвижению товаров на маркетплейс для производственных предприятий. Да? Также будут и рекламные фотосессии. Почему нет, да? Это тоже поспособствовало бы выходу на маркетплейс. Вот в апреле у нас ожидаются услуги для предпринимателей, а также для самозанятых. Поэтому вам надо будет следить, и мы оповещаем на нашем портале. Спасибо за вопрос. Так, Анна, с каким товаром сперва можно зайти? Смотрите, Анна, тут на самом деле на этот вопрос нет точного ответа. Вы можете зайти с товаром, который будет в ближайшее время в повышенном спросе. Если ориентироваться на время сейчас, это товары для садоводства и цветоводства. Либо можете, то есть если у вас есть возможность купить эти товары по наиболее низким ценам для того, чтобы эффективно и конкурентно реализовывать их на площадке. Либо вы можете зайти с товарами регулярного спроса. Но опять же, тут очень важно конкурировать по цене с другими селлерами. То есть если ваш товар, допустим, даже на 50 рублей дороже, чем у селлера другого, то, вероятнее всего, заказов у вас будет не так много. Самое, что я вам на данный момент рекомендую, самое простое, это искать поставщиков с наиболее привлекательными ценами для вас, анализировать рынок на площадках и пользоваться калькулятором от Озон, потому что он поможет вам просчитать правильно юнит-экономику. Так, Эдвард с Амазона. Неприбыльный. Почему? На этот вопрос я, к сожалению, не могу ответить, потому что это работа, то есть я не отношусь к площадке Озон, и я не знаю, как правильно у них выстроены их финансовые инструменты, но, насколько я знаю, в прошлый год они закрыли в плюс. То есть они прошлый год реализовывали, то есть у них бизнес был наиболее прибыльный. Мария Васильевна, какие требования? Какие требования в каком плане? Можете поподробнее, возможно, я потерял. Или по поддержке. Да, скорее всего, к вам, Татьяна. Да, у нас требования по поддержке на нашем портале все указаны. В принципе, там можете зайти и выбрать услугу, которую вы хотите получить. И раскрывается список, каким для производственников это, либо для услуг, для торговли и так далее. Там у нас все, в принципе, ранжировано, можно найти информацию быстро. Если что, можете написать нам сообщение, мы отвечаем, консультируем. Но также можете позвонить на горячую линию нашу. Спасибо. Так, Людмила, что нужно отправить вам, чтобы вы сделали аудит? Людмила, вы можете связаться с нами после вебинара, либо по номеру телефона, который у вас на экране, либо на почте. Мы уже там с вами свяжемся и давайте пообщаемся лично по телефону.
Так, Анжела, будет ли запись вебинара? Ну да, насколько я знаю, запись вебинара ведется, и ее потом предоставят. Петр, с какой суммы можно начать? Смотрите, это довольно непростой вопрос. Тут зависит от того, сколько на данный момент, на какую обороты вы хотите выйти. Вы можете начать из суммы в 10 тысяч рублей и запустить свой магазин, купить товар, но у вас толком оборотов не будет. Либо можете начать с суммы там 150, либо больше тысяч рублей, закупить товар, запустить рекламу, и у вас будут обороты. Тут зависит от того, с какими товарами вы будете выходить. В первую очередь, как я уже говорил, есть хайповые товары. На данный момент это товары для садоводства и цветоводства, потому что впереди сезон. И опять же, как я уже говорил выше, Петр, очень важно конкурировать по цене с другими селлерами, которые реализуют товары вашей категории. Не рекомендуем брать кредиты на крупные суммы, получается, для выхода на маркетплейсы, особенно если вы это делаете в первый раз и не знаете, как более эффективно и более грамотно выйти на эту площадку. Потому что если бы все гарантировали успех, что точно вот берите этот товар, и вы по-любому будете продавать на определенную сумму, то я думаю, все брали бы кредиты, и у всех было бы все хорошо в этом плане. Эдвард, чем российские площадки лучше или хуже Алиэкспресса? Ну, в первую очередь хочу отметить, Эдвард, смотрите то, что Алиэкспресс на данный момент ушел из России, и вы как селлер не можете реализовывать свою продукцию, да и вообще зарегистрировать свой магазин на Алиэкспрессе. По поводу российских площадок, элементарно у Алиэкспресса наиболее количество селлеров находится в Китае. Они напрямую работают с производителями и вследствие чего могут предоставить самую интересную цену. Российские площадки, российские предприниматели по большей части покупают свои товары из-за рубежа, из Китая, и не могут предоставить наиболее конкурентную цену, нежели Алиэкспресс. Ренат, Евгений, подскажите, пожалуйста, стоит ли начать с пункта выдачи заказов? Ренат, пожалуйста, вопрос более подробно распишите, то есть начать продавать свои товары, работая по системе, когда товар находится у вас на складе, и вы относите его на пункт выдачи заказов. Правильно я понимаю? Да, верно. Да, конечно, вы можете начать реализовывать свои товары из Якутии таким образом, если он физически находится у вас, соответственно, в Якутске. Но хочу отметить, что у вас будет в сравнении с другими продавцами наиболее высокое время доставки. Ну, то есть долго доставляться будут товары элементарно. Из-за этого не так много покупателей будут покупать ваш товар. Но для того, чтобы попробовать, для того, чтобы посмотреть нишу, посмотреть товар, проанализировать, вы можете сделать таким образом. Казань Экспресс почему не рассмотрели? Казань Экспресс более маленький маркетплейс, чем те, которые мы на данный момент представили. Ну и мы с вами находимся не в восточной части России. Казань Экспресс тут на данный момент не представлен. Только поэтому мы его не рассматривали. Есть еще вопросы у вас? Кажется, вопросы закончились, да? Ага. Хотелось бы сказать спасибо нашим сегодняшним спикерам из компании «Директив», Леониду и Евгению. Жалко, что из-за технических проблем не удалось услышать Леонида. Леонида, да. Но нам Евгений, подробно рассказал и выступил с очень интересной темой, с разбором вот каждого маркетплейса, с их плюсами, минусами, способами доставки, а также с реальными вот кейсами, да, которые можно ознакомились с действующих предпринимателей. И да, действительно, сейчас выход и продвижение на маркетплейсах интересует каждого предпринимателя, как способ увеличения оборотных средств и ускорения развития бизнеса, да? Вот. Хотелось бы сказать спасибо. Вот. И всем участникам
после вебинара направим ссылку на запись вебинара и загрузим на наш портал. Вот. Также это огромный плюс. Классно, что вы нашим сегодняшним слушателям предоставили возможность получения аудита готового магазина и проведения анализа, да, категории конкурентов. Мы рады сотрудничать с центрами поддержки, в частности, с вашим центром поддержки, и тоже рады с вашей стороны, что вы предоставили нам возможность провести вебинар. Ну и мы посчитали сделать небольшой подарок, получается, от нас вашим предпринимателям в качестве вот такого аудита. Спасибо. Поэтому вам, Татьяна, тоже большое спасибо за эту возможность.